центральный район города Казани, один из нескольких. Он больше, чем вся Казань тех времен. Видите, какая она маленькая была. Под стенами города Посад, какие-то поселения. Но сам город, конечно же, был очень маленький. Начать школу. Это вот с этой стороны у нас река Казанка, с этой стороны река Булак. В любом случае, какой бы вы ни приготовили чак-чак, пусть даже жестковатый, он будет вкуснее любого магазина, потому что домашнее, оно еще и с душой сделано, с любовью, всегда будет вкусно. И плюс еще продукты, конечно, которые готовишь для себя, всегда выбираешь все самое лучшее. И вот некоторые добавляют в тесто чуть-чуть молока, кто-то делает чисто на желтках, кто-то частично на желтках, кто-то говорит, что надо яйца сначала заморозить, а потом разморозить. В 2005 году на тысячелетие Казани приготовили самый большой в мире чак-чак. Как вы думаете, сколько там было килограмм? Ну там очень символично. 1000, да, целая тонна чак-чака. Ешь про все на свете, забываешь и начинаешь громко чавкать. Чавк-чавк, чак-чак и так далее. А вторая версия связана с тем, что как раз когда режут, вот это тук-тук-тук, чак-чак-чак, тут вообще может быть тоже созвучно, почему бы нет. Но в действительности татары же не говорят чак-чак. Как они говорят, знаете? Щак-щак. Да че как ще произносят они. То есть не чай с чак-чаком, а чай с щак-щаком. Если хотите изобразить татарский акцент, что на ще поменяли, вот полдела сделано. Гаррис'in Şakşak Müzeyi'nden neydi tasvirler kaldı, neydi fikirler olsa aşağıda. I thought the Chak Chak Museum was very interesting, both for people who live in Kazan and for foreigners and people who come to Kazan as a guest, as a way to have a great introduction to Tatar culture and to just the history of both Tatar lifestyle and also Tatar food. Amerika'da şuna okşar müzeler var mı? Well, what I thought was very interesting in this museum was that we had an opportunity to learn about the legends and the stories associated with Chak Chak, right, that go back to Old Bulgar, right? And so in America, I mean, comparatively much younger, we don't have these kind of classic idea about when we're sitting around a table, this is what you absolutely have to do. And so for that reason, I think it's even more interesting for guests who come to Kazan to have this kind of experience about this is kind of authentic Tatar culture. I thought that was very interesting to experience.